Это вечерние новости. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. В республике усилят контроль над социальными учреждениями из-за коронавируса. Осторожно, мошенники, не дай себя обмануть. Нюрнбергские полицейские вышли на улицы, чтобы рассказать жителям о новых схемах аферистов. Чем жара опасна для здоровья и в каком режиме работает столичный пляж, расскажем в этом выпуске. «60 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова в ходе брифинга по эпидситуации в республике. В столице региона 31 заболевший, 17 в Алданском районе, по 5 в Мирнинском и Нюрнбергском, 2 в Хангаласском. Один пациент с коронавирусной инфекцией скончался. За минувшие сутки было сделано свыше 2000 тестов. В ходе брифинга глава регионального Минздрава пояснила, как проводится забор-анализ на COVID-19. У нас с мая месяца изменилась методика, и сегодня, наработав клинический опыт и практические знания, мы сегодня уже не стремимся у каждого пациента забирать анализы в первый же день. Мы делаем анализы на 8-10 день, который дает более информативную картину, и если есть четкая клиника ковида, которую мы уже четко понимаем и определяем, мы анализы имеем право не брать вообще. Поэтому нашему населению я предлагаю успокоиться, сохранять спокойствие, вернее, правильно сказать, и заниматься самоизоляцией в первую очередь, извещать поликлинику, либо станцию скорой медицинской помощи, что у вас есть признаки ОРВИ заболевания, либо какое-то недомогание, к вам обязательно приедут, назначат лечение и будут контролировать либо в дистанционном, либо в онлайн-режиме за вашим состоянием. При необходимости анализы заберут. В Томодском психоневрологическом интернате выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе брифинга рассказала министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова. По ее словам, сейчас проводится проверка по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм внутри учреждения. Необходимо отметить, что это сегодня крупное учреждение, где проживает достаточно много престарелых инвалидов с множественными заболеваниями. И необходимо отметить, что на месте сегодня работает бригада Министерства труда и социального развития, введено внешнее управление. Все необходимые меры приняты, произведены дезинфекционные мероприятия. Сейчас ведется дополнительный набор персонала для усиления организации внутри учреждения. И большая работа проводится совместно с органами здравоохранения и Роспотребнадзором. Подробнее о ситуации в Томодском психоневрологическом интернате рассказал глава Алданского района Северин Поздняков. С ним пообщался наш корреспондент Руслан Павлов. Стабильную ситуацию в Алданском районе по заболеваемости коронавирусной инфекцией слегка всполохнул Томодский психоневрологический диспансер, где выявлены случаи заболеваемости. Более подробную информацию нам расскажет начальник штаба, глава района Северин Поздняков. Северин Николаевич, что на сегодня там? Ну, я бы хотел, чтобы в целом обстановка достаточно стабильная. И, как вы правы, сейчас в Томоте у нас в психоневрологическом диспансере произошла вспышка. Появились новые больные, там в количестве 11 человек. Но вызывает, конечно, серьезные опасения. Это то, что это закрытое учреждение. И, конечно, распространение инфекции может быть такое достаточно массовое. Но, тем не менее, оперативным штабом вместе с Роспотребнадзором, с нашими медицинскими работниками мы занимаемся психоневрологическим диспансером. Все больные, у которых есть признаки, они госпитализированы. Часть контактировавших людей, они помещены в обсерватор. И на сегодняшний день у всех контактных, которые есть в контакте, взяты все анализы. Поэтому я думаю, что уже такой наработанный опыт, который вот уже за эти месяцы распространения коронавирусной инфекции, и то, что у нас было вспышки в закрытых, так сказать, местах, это вахтовые работники и так далее, я думаю, что поспособствует как раз тому, что все-таки ситуация раскроется в лучшую сторону все-таки. Но все равно опасения есть, и вот достаточно тревожно за это учреждение. Ну вот прецедент такой, отстранен директор данного учреждения. На ваш взгляд, это нужная мера?
Ну, на мой взгляд, я считаю, что там есть такие комплексные организационные недоработки, которые как раз и послужили тому, что там произошла такая вспышка. Поэтому, конечно, за всю организацию процесса отвечает руководитель, и кому, как не ему, отвечать за то, что происходит на уверенном ему объекте. Ну и, наверное, урок другим, да? Ну, тут не урок, а скорее назидание. Ну, такая у нас ситуация в Алданском районе. Мы следим за развитием событий. В республике усилят контроль над социальными учреждениями во избежание распространения инфекции. Об этом в ходе очередного совещания с главами районов и городских округов по эпидемиологической ситуации сообщила вице-премьер республики Ольга Балабкина. В некоторых районах республики продлен режим ограничительных мер на основании предписаний главного санитарного врача Якутии. Как рассказала Ольга Балабкина, коэффициент распространения коронавируса в Якутии остановился на отметке 1,1, что не позволяет перейти к оперативному снятию ограничений. Вице-премьер также напомнила, что на территории региона постепенно приостанавливают свою работу обсерваторы. Вместе с тем, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации руководство района должно быть готовым развернуть объект заново. 20 добровольцам второй группы ввели второй компонент вакцины от коронавируса. Участники эксперимента находятся в филиале главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Отмечается, что чувствуют они себя хорошо и находятся под непрерывным наблюдением медиков. По словам начальника медучреждения Евгения Крюкова, окончательно оценить эффективность и специфичность выработки иммунного ответа можно будет по результатам анализов. Однако имеющиеся на сегодняшний день данные весьма оптимистичны. Первая же группа из 18 добровольцев заканчивает свое участие в клинических исследованиях через 2 дня. Полученные данные лабораторных исследований позволят с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины. Сегодня нам был введен второй компонент вакцины. Все прошло благополучно, быстро, без осложнений. Чувствую себя хорошо. Вышли на финишную прямую, через недельку домой. В Нерюнгринском районе вновь загрязнили реку Чульман. Информация об этом поступила в районный комитет государственного экологического надзора. На место происшествия незамедлительно выехали госинспекторы комитета. Они отобрали пробы воды с акватории реки Чульман. Возбуждено административное расследование. Накануне экологи повторно отобрали пробы на ручей Дежневка, впадающий в реку Чульман. Вода визуально загрязнена угольной пылью и взвешенными веществами. Освоить новую профессию можно и в условиях пандемии. Центр занятости населения Якутии проводит курсы повышения квалификации безработных и незанятых граждан, в том числе для трудоустройства в промышленные предприятия республики. Как можно пройти обучение, выяснял Дмитрий Тымыров. Так, следующее у нас идет гидромуфта. Гидромуфта. Да. Пандемия не помеха. Теперь, чтобы получить новую квалификацию или же профессию, необходимо иметь только доступ в интернет. И самое главное – желание обучиться. Центр занятости населения республики совместно с профобразовательными организациями региона обучает незанятых и безработных граждан новым профессиям. Всего на сегодня предложено более 90 профессий. Для прохождения обучения необходимо зарегистрироваться в Центре занятости по месту проживания, а потом Центр занятости направляет на обучение на желаемую профессию, которую безработный выбрал и которая у нас есть в перечне обучений на этот год. Как отметили в ведомстве, почти большая часть предложенных профессий – это профессии технического профиля. Обучение проводится не только в столице региона, но и в крупных городах Якутии, а также в некоторых районах. На заднем фоне вы можете видеть, как у нас уже идет сегодняшнее занятие. Со всех уголков нашей республики у нас обучают сейчас 23 районов и городов. Людей очень много, они все у нас идут по контракту центрами занятости, в основном через Центр занятости города Якутска, через Республиканский центр занятости. В настоящее время у нас обучается 63 машиниста бульдозера и 32 на экскаватор. Мы обучили 18 человек на БелАЗ, также около 20 человек на
обогатительные профессии и на фабрикант. Только на текущую дату приступили к обучению более 900 человек. Центры занятости населения республики на сегодняшний день заключили порядка 110 государственных контрактов на обучение граждан 40 образовательными организациями. В эти дни мы проводим обучение по госконтракту с Жатайским техникумом. Там у нас обучаются сварщики, монтеры, крановщики. И на днях еще должны начать обучение совместно с Арктическим государственным агротехнологическим университетом. Там мы должны обучить поваров на специальности повар, кондитер, швея, слесарь КПА и тракторист. Так что в настоящее время еще потребность есть. Если есть граждане, которые желают получить новую профессию, они могут обращаться. За этот год Республиканский центр занятости населения профессиональным обучением и дополнительным профобразованием планирует охватить более 2300 безработных и незанятых граждан, в том числе и трудоустроить в промышленные предприятия региона. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Акция «Скажем мошеннику нет» стартовала в Якутске. Ее проводят правоохранительные органы и сотрудники управ столицы. Цель этой акции – предупреждение и минимизация последствий телефонного и интернет-мошенничества. Мероприятия будут проходить по всем округам столицы до 24 июля. Например, сегодня в Строительном округе организаторы провели разъяснительную работу с местными жителями и раздали брошюры. Они еще раз напоминают нам о том, что нельзя сообщать реквизиты своей банковской карты, пин-коды посторонним лицам и не покупать товары в непроверенных интернет-магазинах. Ну, на территории, например, 4-го отдела за полугодие мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий совершено 116 преступлений на территории 4-го отдела. Ну, соответственно, по статистике, если взять, там примерно ущерб составляет более 3 миллионов, которые граждане понесли. Прошу заметить, это только на территории 4-го отдела полиции. Сегодня мы постараемся граждан предупредить, чтобы они не попались на эти мошенничества. Подобная акция прошла и в Нерюнгри. Полицейские вышли на улицы, чтобы в очередной раз призвать жителей не поддаваться на уговоры злоумышленников. Екатерина Павлова продолжит. Мошенники ходят к вам в доверие, убеждая вас, что не те, за кого себя выдают. Осторожно, мошенники, не дай себя обмануть. Очередная акция, в ходе которой правоохранители и студенты рассказывали прохожим и участникам дорожного движения о наиболее распространенных, а также новых схемах мошенничеств, используемых аферистами. О подобных случаях, произошедших с нерюнгринцами, предупреждали об участившихся случаях звонков от лжесотрудников банков и о том, что банки никогда не звонят и не просят назвать по телефону какие-либо коды подтверждения из СМС-сообщений, номера карт и иные персональные данные. Это делают только мошенники. Хочется донести до наших горожан, чтобы они не попадались на уловки дистанционных мошенников, потому что, к сожалению, по статистике наши нерюнгринцы очень часто попадаются. И поэтому сегодня мы проводим такую акцию, чтобы привлечь внимание наших граждан к данной проблеме. Нерюнгринцы вновь и вновь попадаются на крючок мошенников. Уже известные схемы злоумышленников до сих пор актуальны. Помимо этого появляются новые. У моей мамы есть квартира. Мы выставили объявление на Авито, что сдаем квартиру. Сегодня с утра нам позвонили люди с неизвестного номера, представились работниками МЧС и сказали, что хотят снять квартиру по предоплате за 2 года. Но для начала этого попросили наши карты, с которых мы должны были перевести деньги. Якобы они прокрутятся между счетами и потом вернутся суммы, которые они сказали нам, что переведут за 2 года. Мы сняли деньги с одних карт на другие, перевели их на свои карты. После получили эти деньги наличными, сняли их сами и перевели на карту, которую нам продиктовали люди. После этого мы поняли, что это мошенники. На сегодняшний день в республике преступления, совершенные в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, выросли на 57%. На 29% увеличилось количество мошенничеств. На территории нашего района в первом полугодии зарегистрировано 51 преступление такого вида. Наибольшая сумма ущерба для граждан составила 940 тысяч рублей. На прошедшей неделе у нас было зарегистрировано 3 вида таких преступлений. Самыми распространенными видами мошенничества на сегодняшний день является это с использованием Авито.
Граждане выставляют на продажу квартиры свои, сдают квартиры. Мошенники звонят им, входит доверие. При этом убеждают их, что им необходимо предоставить все сведения по карте, чтобы предоставить предоплату. На такое поведется только бабушка из глухой деревни без интернета. Обычная реакция многих людей на истории о телефонных мошенниках. Тем не менее, по статистике, жертвами становятся люди разных возрастов, профессий и уровня доходов. Понять, что вам звонят злоумышленники, помогут программы определителей номеров. На просторах сети интернет есть данные о спамерах. Не ведите переговоры. Если звонок кажется вам подозрительным, лучше положить трубку. Не называйте коды или пуш-уведомления никому, ни людям, ни роботам. Обезопасьте себя от обмана. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нейромгре. Экстремально жаркая погода установилась в столице региона. Столбики термометров уже несколько дней подряд поднимаются выше 30 градусов. В Якутске официально начал работать городской пляж. Чем жара опасна для здоровья и в каком режиме работает пляж в этом году? Ответы у Сергея Михедова. Пригородная, или в простонародье Петуховка – одно из самых любимых мест для горожан, чтобы искупаться в жаркую погоду. Ежегодно сюда приезжают толпы людей, отдыхают, и очень часто такой отдых приводит к летальным последствиям. Сейчас здесь людей не очень много, потому как высокий уровень воды, но буквально через неделю этот пляж полностью заполнят отдыхающие. Подобных несанкционированных пляжей около Якутска сразу несколько. Нахождение в таких местах никак не регулируется. Стоят лишь таблички о запрете купания. Некоторые отдыхающие берут с собой алкоголь. Под мухой пытаются переплыть протоку, и заканчивается это плачевно. Официально пляжный сезон открыт всего 4 дня, и уже есть жертвы. Мы проводим совместные рейды с правоохранительными органами местного самоуправления, с волонтерами на выявление несанкционированных мест для купания. По оперативным данным, по республике Саха-Якутия 23 человека утонуло. В черте города это 2 человека. Единственное место, полностью безопасное для купания в столице региона, это городской пляж. Ранее он принадлежал частному лицу, а в этом году перешел под крыло муниципального предприятия. Главной проблемой пляжа на 202-м всегда оставалось санитарное состояние, как воды, так и берега. Сейчас руководство делает первые шаги в новом для себя направлении. Внесла коррективы и пандемия коронавируса. Откажемся пока от лежаков. То, что есть контактные места, мы обрабатываем. Время придет, будем ждать, посмотрим. 500 человек, видите, как купается. Значит, 1000 будет в день. Первое, что бросается в глаза, так это чистота на городском пляже. По словам руководства, уборку здесь проводят каждый час. Продажа алкоголя под запретом. Кроме того, установлена вышка, на которой за порядком постоянно следит специально обученная спасательная команда. А непосредственно на воде наблюдают за отдыхающими из резиновой лодки. Нас, в общем, 6 спасателей. Работаем с 9 до 9 каждый день. Все должны быть внимательными, ответственными. Нас обучали первой помощи, тренировались плавать на долгие расстояния. Очень даже хорошо. Если на 5-бальной шкале сказать 5, да. В этом году вообще отлично. Постарались. В аномально жаркую погоду купание в реке продолжает оставаться самым популярным способом освежиться и отдохнуть на открытом воздухе. Стоит помнить, что опасность стоит в себе не только вода, но и палящее солнце. Купаться лучше после 17 часов дня, потому что самая максимальная солнечная активность, она у нас с 11 до 17 часов. Признаки светового удара – это значит общая слабость, вялость, головокружение, может быть повышение температуры. Пострадавшего увести в тень, положить его, на голову положить холодный компрессор, но если, конечно, нет, то влажное полотенце. Если он в сознании, то дать ему обильное питье. Если нет, срочно нужно вызывать скорую помощь и ждать. Ехать отдыхать на городской пляж или выбрать несанкционированные водоемы – это каждый решает для себя сам. Главное – обезопасить себя от солнца, находиться в тени, а в особенно палящий зной лучше вообще не выходить из дома. Тем более сохраняется опасность подхватить коронавирус. Сергей Михедов, Григорий Николаев, Якутск. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами.